Это видео в Минприроды Ингушетии прислали местные жители. На кадрах, как потом выяснилось, представители строительной фирмы разрабатывают русло реки Сунжа при въезде в Магаз. Ввозят гравий для коммерческих целей. Нарушителей задержали, завели дело. Теперь их ждет штраф 800 тысяч рублей. Только вот вопрос защиты русла реки по-прежнему остается открытым. Ведь таких добытчиков на этом месте ловят уже не в первый раз. Они делают вот такие быстрые набеги, они быстро набирают. Когда ловишь, все начинают говорить, что они не в курсе, что отсюда нельзя было добывать песчано-гравийную эту смесь. Ну, вот ее строители как балласт используют и называют ее балластом. В администрации Магаса заверяют, представители мэрии ежедневно проводят рейды на этой территории. Но уследить за всеми нарушителями невозможно. Тем более, что чаще всего незаконная добыча материалов ведется в ночное время. Камеры наблюдений, правда, здесь нету. В будущем надеемся поставить камеры наблюдения. Вот, в фирмах наведенные камеры хранения есть, мы это проверим, посмотрим. А так, ежедневно у нас мы проводим рейд, специалисты ходят, проверяют. Здесь именно вот возле моста, действительно здесь проходит водопровод Дюкер. И в связи с этим они, видимо, загнали трактор, вот не обнаружили. Но оказывается, вывезли несколько машин гравия. В Минприроды Ингушетии полагают, добытые незаконным путем гравий и гальку используют на строительстве объектов и для ремонта дорог. А вот экологическая ситуация в регионе руководителей частных компаний, которые превратили русло реки в карьер, по-видимому, совершенно не волнует. Вы заметили, что на территории города Магаз как такового воды нету в реке Сунжа. Но вот одна из причин главных — это вот именно вот этот вид работ, которые совершались тут годами подрядчиками, строительными организациями, которые работают на территории города Магаз. И вот мы на протяжении этого времени боремся, но так как мы видим, у нас подрядчиков тут масса, а нас, инспекторов, на всю республику 5-6 человек. Помимо незаконной добычи ресурсов, стройфирмы умудряются экономить на вывозе строительного мусора. Так неизвестные нарушители организовали настоящую свалку рядом со строящейся мечетью в Магасе. Мы видим навалы строительных отходов, сброшенных в водоохранную зону реки Сунжа вплоть до самого русла. Как видим, количество этих отходов тут не ограничивается сотней КАМАЗов. Все это также сделано неизвестными подрядными организациями, которые тут осуществляют строительную деятельность на территории города Магаз. В данный момент нами начато административное расследование по этому поводу. У инспекторов Минприроды есть подозреваемые. После проведения официального расследования им будет выписан штраф, который должен покрыть ликвидацию свалки. Только вот этих мер для защиты экологической ситуации в регионе недостаточно, считают экоинспекторы. Чтобы остановить произвол, необходимо более активное участие местных властей в этом вопросе. По крайней мере, ежедневные рейды сотрудников мэрии не приносят ощутимого результата. Амина Бокова, Ахмед Гандаров. Новости 24.